Друзья, приветствую вас на канале Словения с Хельга White. И перед тем, как мы начнем обсуждать с вами новости уходящей недели, призываю вас подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео и поделиться своим ценным мнением в комментариях. Правительство Словении рассматривает новый закон, связанный с гостиничным бизнесом, который, помимо прочего, будет ограничивать краткосрочную аренду в Словении 60 днями. Это означает, что собственники квартир в многоквартирных домах смогут сдавать посуточно свои квартиры не более 60 дней в году. И хотят, например, в Любляне ограничить краткосрочную аренду всего 2 месяцами – июлем и августом. Помимо прочего, собственники квартир должны получить 75% согласий от своих соседей. Этот закон вызывает много недовольства и споров от людей, которые хотят сдавать свои квартиры посуточно. С помощью этого закона правительство Словении надеется, что на рынке недвижимости появится больше квартир, сдаваемых в долгосрочную аренду. Друзья, поделитесь своим мнением, что вы думаете об этом новом законе. Улучшит ли он ситуацию на рынке недвижимости? Станет ли легче арендовать квартиры в долгосрок? И не убьет ли этот новый закон туризм в Словении? В Словении уже 20-й год подряд проходит кампания целых 40 дней без алкоголя. Алкоголь является самым широко употребляемым наркотическим веществом в Словении. И, к сожалению, в обществе сохраняется высокая терпимость к употреблению алкоголя. Многие дорожно-транспортные происшествия происходят по вине пьяных водителей. Например, недавно в одну мою подругу среди бела дня, в выходной день, влетел пьяный водитель. Она, к сожалению, никак не могла увернуться от этой аварии. Она ехала в своей полосе по двухполосной дороге. И пьяный водитель решил обогнать по встречке свою колонну. И на всей скорости, не притормаживая, совершил лобовое столкновение в ее автомобиль. Просто чудом моя подруга осталась жива. Ее спасатели вырезали из этого автомобиля. Сейчас ей пришлось бросить работу и заниматься только своим здоровьем. Все свое время она посвящает восстановлению. При аварии она получила множество переломов и очень сильно пострадало лицо и один глаз. К сожалению, навряд ли врачам удастся вернуть ей зрение в полном объеме. И удивляет, что виновник ДТП, пьяный пенсионер, понес такое несоизмеримо малое наказание. Он всего лишь получил штраф и был лишен водительских прав. Моя подруга, она даже не может с него получить денежную компенсацию за все ее медицинские траты. Мужчина просто объявил себя банкротом, и с него якобы больше нечего взять. Офтальмолог Владимир Пфайфер, работающий официально в государственной больнице Любляны и параллельно имеющий свою частную клинику, перенаправлял клиентов из государственной больницы на лечение к себе в клинику, получая выплаты за пациентов из государственного бюджета здравоохранения. И благодаря этому прибыль его частной клиники составила более 3,5 миллионов евро. Частная клиника Пфайфера – это всего лишь одна из многих клиник, которые достигли колоссальных результатов в бизнесе благодаря государственным страховым выплатам за лечение пациентов. Вот он, оказывается, какой ключ к успеху в бизнесе. 11 марта в Словении потерпел крушение частный самолет, летевший из Хорватии и Загреба в Швейцарию. В этой авиакатастрофе погиб известный шведский бизнесмен и политик Карл Лундстрём, переехавший из Швеции в Швейцарию в 2008 году. Карл Лундстрём был известен своими громкими националистическими заявлениями, а также он был основателем известного пиратского сайта Pirate Bay, на котором люди могли незаконно скачивать музыку и фильмы. В последнее время бизнесмен очень часто летал в Хорватию. Там он занимался подготовкой к открытию криптовалютной биржи. Поиски обломков самолета и самого тела были затруднены плохими погодными условиями на Великой Планине. Но 12 марта спасателям удалось найти большую часть самолета, влетевшего в одну из хижин на Великой Планине.
и там же в хижине они обнаружили тело самого бизнесмена. Хорошо, что в этой туристической хижине никого не было в момент катастрофы, и никто, кроме самого летчика, не пострадал. Кстати, мы не так давно отдыхали в одной из этих хижин на Великой Планине, и вы можете посмотреть, как выглядят эти хижины, перейдя по ссылке и посмотрев мой репортаж. Хорошая новость для людей, планирующих купить подержанный автомобиль в Словении. В Любляне открывается огромный центр, где будут продавать подержанные автомобили. Открытие планируется в мае 2025 года. Центр подержанных автомобилей будет находиться в Любляне на улице Бравничарьева и располагаться аж на 15 тысячах квадратных метрах. И в нем одновременно будут представлены более 600 автомобилей разных популярных марок. Новый вид мошенничества обнаружен в Любляне. Пациентка ждала своего приема в главной больнице города Любляны и в ожидании решила выйти на крыльцо городской больницы, где к ней подошла женщина невысокого роста с темными волосами и начала предлагать прийти на встречу с неким целителем в этот же вечер. Но так как места на встречу с целителем ограничены, она предложила пациентке сразу же заплатить за эту встречу 50 евро. Она была очень убедительна и сказала женщине, что это будет переломный момент в лучшую сторону в жизни этой пациентки. Но женщина не поддалась на уговоры и решила пойти просто на прием к своему врачу. Через окно больницы она увидела, как мошенница пытается уговорить других пациентов пойти на встречу с целителем. Мошенники пытаются использовать отчаявшихся людей, которые готовы зацепиться за любую соломинку в надежде получить исцеление. Словенская лыжная прыгунья Ника Преуц прыгнула на 236 метров на соревнованиях в Норвегии в Викерсунде и тем самым поставила мировой рекорд по прыжкам с трамплина, с чем мы ее и поздравляем. И в конце традиционно новости погоды от Алисы. Алиса, какая погода будет в Любляне в понедельник? Завтра в Любляне от +4 до +7 небольшой дождь. Спасибо, Алиса. Так и хочется вам что-то еще приятное сделать. Друзья, на этом мои новости подошли к концу. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал, ставить лайки и делиться своим ценным мнением в комментариях. Пока-пока, до новых встреч!